В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Заработала паромная переправа Якутск-Нижний Бестях. На линию вышли 8 паромов. В отдаленных районах Якутии отмечен высокий уровень генетических заболеваний. Ученые из разных регионов России борются с проблемой. Дали клещам. Нерюнгринский район стал территорией вирусного энцефалита. Когда содержание важнее формы, в Москве начала свою работу международная выставка архитектуры и дизайна. В честь наступления лета якутяне провели обряд алгыс и исполнили осохой. В Якутии 22 мая отмечается День Цаилыка. Для борьбы с заторами на Колыме отправлены дополнительные тонны взрывчатки. Активная фаза ледохода сейчас проходит на территории Среднеколымского улуса. Уровень воды в районе составляет выше критической отметки. На участке Банская был зафиксирован новый затор. Для его устранения специалисты провели 3 подрывные операции, израсходовав 2,5 тонны взрывчатки. Первые паромы начали курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Работу паромной станции начали чуть раньше запланированного срока, 22 мая. Несмотря на это, переправа Даркылах в Якутске уже готова принимать пассажиров. В целом, этот сезон навигации пройдет практически без изменений, за одним исключением. Каким, расскажет Саргалана Неустроева. Несмотря на то, что открытие летней навигации большинство жителей республики ждет с нетерпением, этот паром, он, кстати, первый последует из Якутска в Нижний Бестях, практически полупустой, нагруженный техникой для обустройства причалов на том берегу и редкими пассажирами. Такая, если хотите, первая ласточка навигации этого года. Все потому, что сразу за ним последуют и другие паромы. И так, красиво выстроившись в ряд, судно отбывают в Нижний Бестях. Всего на линию в первое время выйдут 8 паромов от 2 предприятий. В дальнейшем будет увеличиться количество, и в конечном итоге доведем до 14 количества паромов, работающих по расписанию. Вот так в штатном режиме, как и годы до этого, и стартует навигация. Но предшествует ей долгая подготовка. С февраля до мая теплоходы стояли на ремонте. Заменили палубу, починили двигатели. Всего понемногу, резюмирует капитан судна Дмитрий Митин. Такой вот парадокс Тесея. Спасибо руководству. 100% заменена днищевая обшивка, восстановлены все наборы, поэтому судно находится в хорошем техническом состоянии. При этом стоимость ремонта, как и топлива, в этом году подорожала. Вместе с этим увеличились и тарифы на проезд. По информации Министерства транспорта региона, теперь цена перевозки будет зависеть от размера автомобиля. По легковому транспорту на сегодняшний день, если сравнивать с прошлым годом, удорожание есть на 21%. По грузовому транспорту на 4%. Если смотреть по легковому транспорту, если, например, очень маленькие машины, например, в прошлом году 950 стоили, то нынче стоит 1150. Повысилась стоимость проезда и на других типах плавательных судов. Например, если в прошлом году с Якутска до Нижнего Бестяха катера курсировали в среднем за 800 рублей, то в этом году за 1000. И здесь разница тарифов также будет составлять 200 рублей. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. С 28 мая трансфер пассажиров поезда через реку Лену будет выполняться на теплоходе «Рукавишников». Далее из пункта ожидания в Нижнем Бестяхе до железнодорожного вокзала автобусами. Стоимость трансфера по маршруту Якутск-Речной вокзал, ЖД вокзал, Нижний Бестях, теплоход плюс автобус составит 1100 рублей. Талон на трансфер пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД, а также в билетных кассах на ЖД вокзалах по всей России. Более 400 человек в Якутии страдает редким генетическим нейродегенеративным заболеванием, поражающим мозжечок. Как облегчить жизнь пациентов с этим недугом и какие современные технологии для этого применяются, обсудили на научной конференции. Подробности смотрите далее. 78 больных на 100 тысяч жителей. Именно такие данные приводит Ассоциация пациентов со спиноцеребральной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Якутии.
Особенностью спиноцеребелярной атаксии первого типа является проявление болезни после 40 лет. Как проявляет себя болезнь? Это начинается шаткая походка, головокружение, двоение в глазах, нарушение речи. То есть человек начинает ходить как пьяный, говорить как пьяный. Идет нарушение почерка. И уже в более выраженной стадии появляется нарушение глотания, человек поперхивается, есть ощущение удушья. Также в конечностях может появиться чувство стягивания мышц ног, рук, иногда бывает стягивание мышц передней брюшной стенки. О научных достижениях, современных методах лечения и, самое главное, о профилактике спиноцеребелярной атаксии рассказали на конференции. Участниками стали ученые из разных регионов России, а также США и Великобритании. Отмечу, что обсуждение было посвящено 5-летию деятельности ассоциации. Были затронуты самые актуальные вопросы в области генетических исследований, в вопросах этики, оказания медицинской помощи нашим пациентам, потому что наша деятельность направлена прежде всего на сохранение здоровья нашей нации. Итогом работы конференции стало принятие резолюции. Учеными предлагается внедрение новых технологий по картированию, а также продолжение исследования генов якутян. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Начинается сезон активности клещей. С каждым годом увеличивается их количество. По результатам вирусологических исследований в насекомых все чаще обнаруживаются возбудители инфекционных заболеваний. Нерюнгринский район включен в перечень субъектов Российской Федерации, являющихся эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Снег тает, воздух прогревается, вредители выползают из своих убежищ. Клещи просыпаются при температуре +1, +3 градуса, но активными становятся при +10 градусах. В Нерюнгринском районе уже зафиксированы случаи укусов клещей. Пострадало от укусов клещей 7 человек. 5 укусов было зарегистрировано на трассе по Дальнему Востоку. И 2 укуса уже зарегистрированы на территории Нерюнгринского района. Это в районе поселка Золотинка, лесная зона, и в районе города Нерюнгри. Подвергнуться нападению клещей можно не только в лесной зоне, но и в черте города, рядом с жилыми домами, в парках, скверах. Будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы предотвратить нападение клещей на человека. В первую очередь, конечно, это не специфические меры, связанные с очисткой территории, обработкой против клещей всех окружающих территорий. Самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация. Вакцинация проходит достаточно активно. Сейчас на данный момент у нас закончили вакцинацию около 800 человек. Вакцинация проводится с 2023 года бесплатно, так как район включен в эпидрайон по клещевому энцефалиту. Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие вирусных заболеваний. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. Якутяне на 49% стали активнее следить за весенними аллергенами. Температурные аномалии весны текущего года добавили сюрпризов людям, подверженным аллергии на пыльцу. Сезон пылиноза в этом году показал сразу 2 пика, в отличие от прошлых лет. В целом, от года к году якутяне увеличили интерес к мониторингу концентрации пыльцы на 49%. Согласно данным Сберздоровья, с марта по середину мая количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Пики записей приходятся как на апрель в 2024, так и в 2025 году. Ну а в Мирном после зимней спячки вскоре откроется новый сезон ботанического сада, который на зиму закрывается. На данный момент идет активная уборка территории, чтобы подготовить сад ко встрече с посетителями. Кроме этого, в алмазной столице продолжаются работы по расширению городского парка и его функциональной зоны. Подробности смотрите в дайджесте новостей. В городском парке Мирного продолжаются работы по расширению его функциональной зоны, которые обещают сделать это место еще более привлекательным для жителей и гостей города. Уже в этом году на месте текущих строительных работ появится новый амфитеатр на 500 мест, радиальные качели на 20 мест, велодорожка и новые пешеходные дорожки, а также входная арка в парк.
Это те объекты, за которые граждане голосовали в 2023 году. И благодаря такому, так скажем, сплоченному решению данный проект поддержали, и мы выиграли в конкурсе, в федеральном проекте, и проходит реализация этого проекта. Сейчас по такому же принципу в городе проходит голосование за сквер учителей и за всесезонную тюбинговую горку. И надеемся, что граждане тоже будут активно участвовать. В планах на следующий год создание скейт-парка и смотровой площадки. В итоге функциональная зона парка увеличится в 5 раз, что значительно расширит возможности для отдыха и активностей. В свою очередь, жители и гости столицы Алмазного края с нетерпением ждут открытия обновленного парка. Это одно из самых лучших мест в городе, где можно с ребенком спокойно погулять, и игровых площадок очень много. И скорее ждем, пока отстроят ремонтные работы. Когда пройдут все ремонтные работы, наконец-то можно будет и в лесок прогуляться. А еще мы очень ждем открытия ботанического сада. Действительно, ботанический сад стал не только одним из самых притягательных мест отдыха, но и настоящей достопримечательностью города. Ботанический сад радует горожан более чем 70 сортами деревьев и кустарников, которые ежегодно собирают тысячи любителей природы. На данный момент здесь идет активная уборка территории, чтобы подготовить сад к встрече посетителей. К слову, для обновленного ботанического сада это была первая зимняя спячка. В прошлом году мы сделали реконструкцию, и сейчас будем смотреть, где что осталось от прошлогодней реконструкции. И будем доделывать и исправлять все ошибки, если есть ошибки. Администрация города Мирного активно работает над созданием комфортных условий для проживания и отдыха жителей и гостей алмазной столицы. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в прошлом году была открыта зона отдыха на реке Ирелях, которая быстро завоевала любовь местных жителей. Мне нравится тут прыгать естественно. Мне очень нравится качаться на качелях. Мы слышали, что открылся парк в Иреляхе с большой инфраструктурой, но планируем по возможности в ближайшее время съездить туда и посмотреть, какой там парк. Стремление к улучшению городской инфраструктуры продолжает приносить свои плоды. И администрация города планирует новые проекты, которые сделают Мирный еще более привлекательным и комфортным для жизни. Это создает отличные перспективы для развития общественных пространств и укрепляет связь между жителями и их городом. Анна Васильева, Мирный. Реализацию всероссийского комплекса ГТО в Якутии обсудили в Госсобрании Илтумен. В заседании приняли участие министр по физкультуре и спорту, депутаты, а также главы районов и представители профсоюзов. Были представлены доклады о результатах физкультурного комплекса в горном районе, а также о проблемах и перспективах его развития в Вилюйском улусе. Так, председатель Федерации профсоюзов региона выдвинул предложение предоставления льгот и гарантий участникам ГТО. Были внесены предложения в части стимулирования и оказания мер поддержки гражданам, которые хотят сдавать. Например, в прошлом году в здании, получается, Госсобранием Илтумен была внесена и поддержана инициатива в части предоставления мер поддержки работникам бюджетной сферы, дополнительных выходных дней и также компенсации за возмещение за пользование, если входит тренажерный зал, бассейн и иные оздоровительные секции. В настоящий момент данная мера поддержки реализуется путем включения работодателями в коллективные договоры. Третий год в Северо-Восточном федеральном университете проходит обучение студентки из Донецкой Народной Республики. Об истории поступления девушек и самых ярких впечатлениях студенческой поры расскажет Эржена Гармаева. Давид Архан об СВО знает не понаслышке. В 2022 году он в числе первых отправился восстанавливать город Кировское. В ДНР Давид занимался социальными вопросами, то есть помогал раненым, инвалидам и детям. В процессе работы нам поступило предложение о том, чтобы обеспечить поступление выпускников школ города Кировска в наш Северо-Восточный федеральный университет.
Ну, откликнулось много ребят, но из-за того, что наша республика очень далеко находится и очень холодно там, многие отказались. И 2 девочки отважились поступить в наш Северо-Восточный федеральный университет. Так Валерия и Анастасия оказались в нашей Северной Республике. Родители девушек поначалу идею обучаться вдали от дома не оценили, но стремление к знаниям было сильнее. Я даже не знала, что такое Якутск, где это находится, как тут по температуре. Я просто такая: мам, я еду. Пытались меня отговорить какое-то время, наверное, первые сутки со мной пытались поговорить. Я такая: да нет, я поеду. Я хотела поступить очень сильно куда-нибудь в Россию, но моя мама была немножко против этого, потому что были проблемы с тем, как надо куда-то ехать, сдавать документы и все так далее. Одноклассницы стали еще и одногруппницами. Сейчас девушки постигают азы китайского и английского языков и уже делают успехи. Валерия прошла конкурентный отбор. В следующем семестре она отправится на стажировку в Чинчунский университет. Но получилось все не сразу. Вначале у них уровень был очень низкий. Мы организовали дополнительные занятия по английскому языку. И один из самых лучших преподавателей нашего кафедры, Замощакова Лена Иннокентьевна, дополнительно с ними занималась, чтобы поднять их уровень иностранного языка, чтобы они смогли заниматься в группе комфортно. А якутский холод им, кстати, пришелся по душе. Очень нравится, когда вокруг туман, я никого не вижу, меня никто не видит. Ты идешь в своей курточке, ничего не видишь, и такой топ-топ-топ. Все хорошо. История девушек доказывает, дружба народов России не просто пустые слова, а вполне реальная сила. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Нюргун Старостин, Якутск. Около 35 тысяч курсантов пройдут обучение в Центре войн в этом году. Из общего числа курсантов почти 13 тысяч пройдут обучение в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев». Также в целях гражданского и военно-патриотического воспитания, военно-спортивной подготовки детей и молодежи и совместного развития снайперского искусства Центр войн и Федерация боевого снайпинга России заключили соглашение о сотрудничестве. В Якутии филиал Центра войн был открыт в апреле прошлого года. Здесь работает более 30 опытных инструкторов и преподавателей, многие из которых имеют опыт боевых действий. В Якутии поставят спектакль о героях-якутянах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Постановка «Орлы Великой Победы» основана на пьесе Любови Васильевой и покажет зрителям историю республики тех лет. Главными героями произведения в дань уважения их подвигам выступят Николай Кондаков, Алексей Миронов и Николай Степанов. Постановка дополнена военной и послевоенной видеохроникой. Спектакль посвящен 80-летию Великой Победы, и цель – показать молодому поколению о неизменных ценностях жизни и важности памяти о героическом прошлом предков. Премьера состоится 24 мая в Театре юного зрителя. Инсценировку написала Любовь Ивановна Васильева. Она эту инсценировку написала по документальным данным. Из нескольких книг по воспоминаниям своих земляков, данными историческими уже, которые вошли в историю нашей республики. Для меня это дань уважения нашим героям, гордость для наших героев это. Мы хотим, чтобы наша молодежь, наши дети, внуки этих героев знали историю нашей победы. В Москве начала работу международная выставка «Форум Арк Москва». Она посвящена архитектуре и дизайну. Главной темой стала суть. Более 200 участников собрались в гостином дворе. Якутия подготовила стенд и деловую программу. Подробности далее. Нигде нету, по крайней мере, в пределах России такого качества архитектурного фестиваля, экспозиции, творческой атмосферы. Арх Москва – событие, которого ждут архитекторы, дизайнеры, строители. Выставка «Форум» – это более 200 участников из 9 стран, 40 тысяч посетителей, десятки стендов. Здесь решают, как сделать города более комфортными и умными. Арх Москва проходит в 30-й раз. В этом году организаторы решили докопаться до сути. Суть – главная тема выставки. Участники выставки буквально предъявляют миру истинное лицо архитектуры, как есть. И вот наши наземные коммуникации, сваи домов становятся не просто функциональными элементами, а выразительными. Их больше не скрывают
Все, что мы пытались так долгое время прятать под землю, скрывали наши сваи, на которых стоят все наши объекты. Мы так долго боролись, и, конечно же, мы считаем, что необходимо все-таки принять эту суть. Об этом говорили и в деловой части форума. Оригинальная наземная коммуникация в том числе будет реализована в рамках мастер-плана Якутска в новом 68-м квартале. Понятно, что хочется такого футуризма, города будущего, и мы это как бы попытались внедрить, но все-таки, чтобы это было понятно, как реализовывать. И поэтому как раз возникли и вопросы по сетям, где они будут проходить, как это будет подключаться, не просто какая-то там картинка изображенная. В Якутии природа и климат формируют архитектурный облик городов и сел. Эти условия требуют новых подходов, и их будут искать участники Всероссийского архитектурного конкурса. Он пройдет в Якутске. Анонс с полей выставки форума. Мы объявляем конкурс, выходят архитектурные бюро, и у них будет стоять задача разработать предложения, то есть как могут выглядеть инженерная инфраструктура, и, соответственно, проработать определенные стандарты, которые мы могли бы в регионе внедрить и использовать. Еще одна суть архитектуры – культура. Эту связь увидели в якутском бюро «Снега». Их работа «Коновязь Сергея» со льдом представлена на выставке и вошла в десятку финалистов проекта «Next». Его можно потрогать, его можно обнять. И вторым вариантом мы предлагаем завязать салама. Сама выставка «Форум Арх Москва» продлится до 24 мая. Она открыта для всех желающих. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Саха-академическом театре имени Платона Аюнского вот уже более 20 лет сложилась добрая традиция отмечать наступление долгожданного лета в Николин день. В этот день принято жарить оладьи, готовить саламат и варить суп из утки. Именно с этого дня, Дня Николая Чудотворца, у якутов отсчитывается Новый год. В театре сегодня царит праздничная атмосфера. Мужская половина коллектива, в том числе фотограф театра, заядлый охотник Мария Васильева, привезли дичь, а повара приготовили вкусный сытный суп. Как признаются сами охотники, нынче охота на уток удалась. Каждый год мы проводим Николин день. Это первый день лета, поэтому мы своих коллег угощаем с добычей, с охоты. И делаем подарки нашим охотникам, потому что каждый год они переносят около 20 человек. Каждый год приносит где-то 35 дичи. И, кстати, без преувеличения можно сказать, без саилыка не бывает якутского молока и мяса. 22 мая в республике отмечается День саилыка. В Якутском музее состоялось праздничное мероприятие с национальными песнями, круговым танцем осоха и выставкой. Подробности в следующем сюжете. Из поколения в поколение, передавая традиции народа Саха, с песнями и танцами якутяне встретили День саилыка. Изобилие якутской одежды и украшений, варенье из диких ягод и национальная кухня – все это представили на выставке ко Дню саилыка сельскохозяйственные кооперативы и жители Якутии. Мои изделия есть шляпы из конского волоса. Еще есть разные брошки, валянием занимаюсь. Ага. Потом делаю стелки, бейсболки делаю. День саилыка официально отмечается всего в 7-й раз, но его истоки уходят вглубь веков. Ни одно празднество не обходится без традиционного кругового танца осохой. А ведь мало кто знает, что священный танец имеет несколько разных видов. В каждом районе Якутии осохой обладает своими мотивами и движениями. Батинский осохой, там между агогой и дырогой добавляется слог «да», получается там 9 или 10 слогов. Чурапчинский, так, тоже мотив такой же, но без слог «да». Для народа Саха летний выход скота на пастбище всегда был важным событием. День саилыка – праздник, который воплощает в себе уважение к труду, силу традиций и любовь к родной земле. А мы занимаемся переработкой дикорастущих ягод. У нас кооператив, сельскохозяйский потребительский перерабатывающий кооператив, «Трех» называется. Мы
работаем в Сунтарском улусе. Производим в основном из дикорастущих ягод, и сосновых шишек, варенье, сиропы. Нам в основном эти ягоды сдают население, ну, там, пенсионер, там хозяйка, учащиеся, студенты. Всего в Якутии насчитывается более 300 действующих саялыков. Каждое лето на пастбище выводится более 35 тысяч голов крупного рогатого скота. Более 1500 якутян ежедневно от рассвета до заката самоотверженно трудятся на летних фермах, обеспечивая свежей и экологически чистой продукцией. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. Это были все новости к этому часу. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я на этом с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.